Добрый вечер, Республика! В эфире детские новости. Новости для тех, кто с нетерпением ждет Нового года и долгожданных каникул. В студии для вас работаем мы, Абдулмалик Мадаев и Хадижа Акаева. В этом выпуске программы мы отправимся в детский сад номер 54. Именно там прошла сказочная постановка «Журавль и лиса». Как готовиться к Новому году в разных странах мира? Как арабы, французы и шведы украшают свои города? Ответы на эти вопросы в нашем сюжете. Наши маленькие эксперты поделятся своим особым мнением о Деде Морозе и его привычках. Дорогие друзья, не пропустите, это будет интересно. Ну и в самом конце нашего выпуска вас ждет наш специальный обзор. Какие желания нужно загадывать, чтобы они обязательно исполнились? Узнаете уже очень скоро. Но обо всем по порядку. Итак, мы начинаем. Десятки этих малышей собрались не просто так. Сегодня их ждет настоящее представление. Его подготовили их маленькие друзья из детского сада номер 54. Несколько недель ребята репетировали вместе со своим руководителем Зайнаб Батукаевой. Это не первая их сказочная постановка. По словам Зайнаб, благодаря сказкам дети очень многому учатся. Что такое добро? Что такое зло? Что хорошо, а что плохо, что нельзя делать, а что можно делать. Вот. И вот в этой связи сказка несет в себе колоссальный заряд развития ребенка, развития его духовности, нравственности. И вот с этой точки зрения я бесконечно довольна своими детьми. Постановка, которую приготовили ребята, это чеченская народная сказка «Журавль и лиса». Зайнаб Батукаева внесла в оригинальный сюжет свои изменения, а маленькие артисты замечательно все отыграли. Ребенок настолько вживается в образ своего героя, что они мне иногда подсказывают, они даже меня поправляют иногда. И мне это очень нравится, потому что к этому надо стремиться. Дети всегда лучше нас, взрослых. Сказка рассказывается о двух семьях, которые живут по соседству. Это журавль и его журавлята, и лиса со своими детенышами. Журавль часто уходил из дома, чтобы найти пищу для своих деток, и оставлял их под присмотром лисы. А хитрая лиса, делая вид, что она играет с птенцами в прятки, каждый раз съедала по одному журавленку. Вот так лиса обманывала журавля. Она говорила, что ее птенцы просто пропадают. Сначала журавль был очень терпеливым. Он верил лисе. Казалось, рыжая злодейка останется безнаказанной. Но как бы не так. Однажды журавль пришел к лисе и предложил ей полетать вместе с ним. И вот, подняв на себе лису высоко в небо, журавль перевернулся в воздухе, не удержавшись на нем, лиса упала. Вот так журавль наказал злую лису. Эта сказка очень понравилась не только маленьким зрителям, но и самим артистам. Мне больше всего понравилось наши костюмы. В роли мне понравилось, когда я шла искать своим птенчикам еду. Было очень сложно учить тексты. У нас постоянно были репетиции. Я думаю, что мы очень хорошо сыграли. А мы продолжаем. Дорогие друзья, мы хотим напомнить вам, что наш новогодний конкурс продолжается. До 24 декабря вы можете присылать стихи и рисунки, посвященные нашей программе, на электронную почту или на номер WhatsApp, который вы видите сейчас на своих экранах. Самые маленькие могут попросить взрослых помочь им. Нам уже пришло много работ с замечательными рисунками и стихотворениями, и столько же теплых слов о нашей работе. Спасибо вам, дорогие друзья. Ну не расслабляйтесь, ребята, осталось всего несколько дней. Абдулмалик, что у нас там дальше? А дальше у нас настоящий праздник. Смотрим наш сюжет.
В декабре почти все города мира преображаются как в сказке. Они радуют своих жителей новогодними украшениями и яркими огнями. В каждой стране есть свои особенные здания или памятники, которые особенно украшают к празднику. Во Франции это, конечно же, Эйфелева башня, которая выполняет роль новогодней елки. Ее украшают гирляндами и в новогоднюю ночь устраивают вокруг нее целое шоу. Таким же красочным шоу наслаждаются и жители города Дубай, который находится в Арабских Эмиратах. Тысячи жителей собираются перед самым высоким зданием в мире. Где-то с 11 часов ночи небоскреб начинают облетать вертолеты, а ближе к 12 на всей башне отключают свет. Ее почти не видно. Ну а ровно в полночь начинается праздничный фейерверк. А вот в Финляндии, Швеции и других северных странах не просто украшают здания, которые есть, но и специально строят новые. И очень даже необычные, ведь строят их изо льда и снега. Наслаждаться такой красотой можно недолго. В самом начале весны все растает под яркими лучами солнца. И согреться, поверьте, в таком доме тоже сложно. Поэтому гостям выдают теплую верхнюю одежду, включая комбинезоны, ботинки, перчатки и теплые шапки. Если шведам ледяные домики очень нравятся, маленькие жители нашей республики относятся к ним прохладно. Я не люблю, когда холодно, мне обычные дома нравятся. Я в ледяном домике жить не хочу. И вообще много одежды надевать на себя неудобно. И еще можно заболеть, а я не хочу болеть. Ледяные домики не нужны. У нас Грозный и так красивый. Прогулка по ночному Грозному в декабре – это действительно праздник. Маленькие жители нашего города вместе с родителями собираются у центральной елки. Тысячи огоньков переливаются всеми цветами радуги и дарят ребятам отличное настроение. В новогоднюю ночь эти огоньки вместе с миллионами и миллиардами других огоньков по всему миру станут частью потрясающего праздника, который шагает по всей планете. Какая красотища! Жаль, я не космонавт. Но теперь уже поздно Деду Морозу желание загадывать, и тем более ты уже большой. И вообще никогда не понимала, почему Дед Морозу делает всем подарки, а ему никто не дарит ничего. Об этом лучше всего расскажут наши постоянные эксперты. Дорогие друзья, передаем слово малышам. Почему у Деда Мороза красная шубка, а у Снегурочки голубая? Потому что они так хотят. Потому что это мужская шубка. Потому что он маленький. Потому что я так думаю, что у Снегурочки голубая, потому что она девочка, и ей нравится голубой. А Дед Мороз значит классно, потому что красный цвет – это главного человека. Им такие нравятся. Потому что Снегурочка нравится голубой цвет, а Деду Морозу хочется все время одевать красного цвета. Зачем Деду Морозу нужен посох? И он стучит, и все слышат, он пришел. Замораживать. Чтобы стучать его, а не чтобы приходили. Чтобы дети знали, что он пришел, и чтобы они радовались. Чтобы желания исполнять. Потому что звучат, чтобы дети узнали, что он пришел. Почему Дед Мороз дарит детям подарки, а они ему нет? Детям не должны взрослые подарки делать. Потому что дети маленькие. Потому что дети маленькие, и им негде найти подарок. Потому что дети маленькие, чтобы ему дарить. У детей нет подарков. Потому что у детей нет денег. Почему у Деда Мороза такая длинная борода? Потому что он очень-очень старый. У него долго не отвязал. Потому что он очень старый. Потому что он никогда не ходил в парикмахерскую. Ему так теплее. Потому что он старый. Почему Дед Мороз не уходит на пенсию? Он так один раз в году работает. Ему не надо. Потому что у него много дел. Он хочет работать. Я так думаю, что он не уходит на пенсию, потому что ему
Иногда надо раздавать подарки детям, потому что ему надо раздавать детям подарки. У него бывает много дел. Что делает Дед Мороз летом? Любит отдыхать, купается и отдыхает. Он летом отдыхает. Он уезжает, откуда он пришел, и там отдыхает. Он летом едет отдыхать на море. Откуда Дед Мороз берет подарки для детей? У него есть эльфы, которые ложат в эти коробочки разные подарки. Он покупает. Он их делает. Ему их кто-то дает из своей страны. Он их делает в своей фабрике. Почему Дед Мороз ездит на оленях, а не на машине? Потому что бензин дорогой. Он животных любит. Потому что у машины могут шины подуться, а олени летают. Потому что на оленях, когда он ездит, красивее. Потому что машина может где-то в пробке остановиться, а олень может летать. Потому что у него нету машины. Что бы ты попросил у Деда Мороза на Новый год? Домик Барби. Машинка. Будет настроение. Игрушечную лошадку. Я бы попросила бы какую-то куколку. Я бы попросила игрушечную лошадку. Дракона. Да, дракон — это тебе не игрушечная лошадка. Почти нереально. Это как лично познакомиться с Бэтменом или Спайдерменом. А с чего ты взяла, что это невозможно? Если очень-очень захотеть, то возможно почти все. Не знаю, мне показалось, что кто-то звонил. Эй, это же Джейден. Ты Джейден? Парень, приятно увидеть тебя. Как ты? Как твой день рождения? Сколько тебе исполнилось? 1, 2, 3, 4, 5. 5, верно? Конечно же. Ты получил свой подарок? Мам, пап, вы получили мой подарок? Не может быть. Я тут, чтобы ты получил мой подарок. Дай мне тебя обнять. Хороший парень. Кстати, почему желания исполняются лишь только у людей? Почему не у животных? Вдруг у них тоже есть свои мечты? К примеру, они очень хотят шоколада. Ну, раз очень хотят, то обязательно получат. Лиса, иди сюда. Ой, молодец. На, сникерс. Ты целый сникерс даешь? Целый батончик. Сникерс дали. Дорогие друзья, время нашего эфира подходит к концу. Не забывайте, что до 24 декабря вы можете присылать стихи и рисунки, посвященные нашей программе, на электронную почту или на номер WhatsApp, который вы видите сейчас на своих экранах. 28 декабря авторы лучших рисунков и стихов получат замечательные призы от нашей программы. Ну а нам уже пора прощаться. Увидимся на следующей неделе. Всего доброго!